Жизнь, становление кавказских народов, вся историческая бытность связана с преодолением трудностей и формированием условий, подходящих для выживания в суровой среде. Эти факторы оставили неизгладимый след в сознании, традициях и культуре жителей Северного Кавказа. В становлении горских народов, помимо всего остального, огромную роль сыграло сельское хозяйство, земледелие и селекция домашних животных, позволившая формировать породы, максимально адаптированные под нелегкую жизнь горца Средневековья. И тут мы подробнее остановимся на таком развитом среди отдельных северокавказских народов виде деятельности, как селекция и разведение лошадей местных пород. В хозяйстве, заработке, в состязаниях, быту и, конечно, в войнах и походах конь являлся другом и помощником горца. Мы расскажем про одну из самых популярных кавказских пород лошадей. И хотя эта лошадь в представлении не нуждается, некоторые факты из истории этой благородной породы сейчас современниками незаслуженно забыты. Особое место в коневодстве братских кавказских народов занимают карачаевские лошади. Порода, вобравшая все качества верховой лошади, формировалась в суровых условиях земель Карачая и поколениями совершенствовалась заводчиками-селекционерами. На стыке 20-21 века возрос интерес к коневодству на Кавказе. Как следствие, начали возникать дискуссии о эволюции пород разводимых тут лошадей и упоминания их в официальных источниках прошлого. Дабы развеять часть вопросов, мы поделимся некоторыми упоминаниями о карачаевской лошади в последние столетия. Есть все основания полагать, что сформировалась карачаевская порода примерно в XIV веке на северо-западе при Эльбрусе. В XIX веке порода привлекла внимание современников со всего мира, когда генерал Бабич, собрав более 1000 карачаевских лошадей, организовал беспрецедентную экспедицию из Кубанской области до Сухума. 150 километров по дикой местности и ледникам Кавказского хребта, включавший в себя Марухский перевал. Преодолев маршрут, который до сих пор считается непроходимым, навьюченные грузом карачаевские кони дошли до конечной точки, обеспечив тем самым успех предприятия. Генерал Бабич в 1878 году написал в Кубанских областных ведомостях: этим условием могли удовлетворять только лошади карачаевской породы. Еще до этого венгерский ученый-этнограф Жан-Шарль де Бесс писал: карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы. Среди них есть такие, которые в Европе стоили бы около 2000 франков. 1829 год. Подполковник Алехин и прапорщик Ежов отмечали: карачаевцы составляли прежде сильный и воинственный народ, обширные пастбища, хорошие породы лошадей, отличное вооружение и преданность своим князьям давали им большой вес между горскими народами. Это лишь несколько из десятков упоминаний о карачаевской лошади от офицеров царской армии и путешественников своего времени. Интересную мысль выразил и историк-алановед, кандидат исторических наук Рашид Хатуев. Старая испанская порода лошадей появилась в Испании вместе с аланами, предками балкарцев и карачаевцев. То, что аланы вместе с вандалами и готами были в Испании, общеизвестный факт. Отдельным пунктом можно отметить об указании породы в различных племенных книгах и хозяйственных описях. В ежегоднике Главного управления землеустройства и земледелия 1908 год. Перечисляя породы лошадей Кавказа, упоминается карачаевская. В сборнике «Рысистые заводы в России», составленного из описей владельцев заводов, 1854 год, упоминается карачаевская кобыла, вывезенная из Кавказа в 1850 году и поступившая в случку с рысистым жеребцом. Далее мы могли бы перечислить племенные книги и сборники пород разных народов и стран, но это займет не один час. Остановимся на государственной племенной книге. Сборник пород лошадей, в который входят известные породы на территории всего Союза, ныне России. Уже в первом томе государственной племенной книги горских лошадей указывается карачаевская порода. Тут стоит отметить,
что первый том писался на стыке эпох, когда страна переживала тяжелые времена после ряда революционных потрясений. То, что в сборник попала эта порода, говорит о том, что карачаевская лошадь была хорошо известна экспертам. Остальные упоминания карачаевской породы лошадей в источниках можно отнести к новейшей истории, о чем мы обязательно расскажем. Добавим лишь, что на сегодняшний день карачаевская порода лошадей признанно является одной из самых популярных среди заводчиков Северного Кавказа и за его пределами. Участником и чемпионом различных соревнований и до сих пор единственной породой, представители которой взошли на вершину Эльбруса.